В 2017 году в Южнокорейском институте биотехнологических исследований СОААМ родились два клонированных щенка якутской охотничьей лайки. Это был первый опыт клонирования якутских собак, и прошел он очень успешно. Благодаря южнокорейским специалистам на свет родились два щенка – мальчик Белях и девочка Карачайна. Специалисты Северо-Восточного федерального университета выделили клетки из мочки уха донорских якутских лаек. Для клонирования Белях был выбран 12-летний донор лайка по кличке Баянай, а прототипом Карачайна стала 6-летняя самка Сюйтюк. Клонированных щенков вынашивали корейские собаки. Первые месяцы жизни щенки провели в Институте биотехнологических исследований СОААМ под наблюдением корейских специалистов. И Карачайна, и Белях родились здоровыми и активными. Их поведение соответствовало нормам развития. Успех клонирования стал возможен благодаря плодотворному сотрудничеству Северо-Восточного федерального университета с коллегами с Южнокорейского научного центра СОААМ Biotech Research Foundation под руководством профессора Хван Вук Сук. По истечении нескольких месяцев подросших и окрепших щенков привезли в Якутск. И вот спустя 8 лет сотрудники и студенты Института естественных наук Северо-Восточного федерального университета встретились с собаками. Белях и Карачайна живут в питомнике охотничьих собак Баянай. Собаки вели себя спокойно и послушно, демонстрируя все признаки якутской охотничьей лайки. За 8 лет собаки превосходно прижились в питомнике в суровых условиях, сохранив все генетические признаки и свойства. Все это время их воспитывал председатель клуба любителей охотничьих собак Баянай Юрий Борисов. У нас цель была возродить якутскую охотничью лайку. И благодаря СВФУ все эта работа велась. И я специально ездил за щенками в Южную Корею и привез их сюда. Мы рады, что благодаря СВФУ у нас появились клонированные лайки. Радостным событием стало появление у Карачайна щенков, причем мамой она становилась не раз. Все щенки рождались здоровыми и крепкими, что стало еще одним подтверждением успеха клонирования якутских лаек и перспектив возрождения породы. Якутские охотничьи лайки Белях и Карачайна были клонированы в 2017 году в рамках совместного проекта Северо-Восточного федерального университета и Южнокорейского института биотехнологических исследований СОААМ. Научное исследование проводилось в рамках проекта по изучению генетики аборигенной якутской лайки для воспроизводства породы. И в клонировании собак, и в других проектах СОААМ сотрудники и студенты Северо-Восточного федерального университета принимают непосредственное участие, работая бок о бок с южнокорейскими коллегами. Центр биотехнологических исследований Северо-Восточного федерального университета был создан в 2015 году, вначале как Международный центр коллективного пользования по изучению мамонтовой фауны и назывался Центр молекулярной палеонтологии. И мы теперь называемся Центром биотехнологических исследований имени Семена Григорьева. Наш центр занимается изучением генетики и клеток животных и человека. И одним из основных направлений нашей лаборатории является исследование клеток для последующего клонирования. В нашем центре работают специалисты высокой квалификации, прошедшие стажировки в зарубежных институтах в области клеточных технологий и генетики. И в настоящий момент мы работаем над клонированием якутской аборигенной породы коровы. В нашей лаборатории производим первичную подготовку клеток для дальнейшего клонирования. В последующем подготовленные и отобранные клетки будут отправляться в научный институт зарубежный для клонирования. Успех клонирования якутской охотничьей лайки стал толчком для дальнейшей работы. Сейчас Центр биотехнологических исследований проводит отбор материала для клонирования якутской аборигенной коровы.
Клонирование поможет решать очень важные вопросы в сохранении биоразнообразия в медицине и сельском хозяйстве и послужит огромным толчком в развитии научных исследований. И одним из флагманов становится Северо-Восточный федеральный университет.